На этом видео мы продолжим тему бюджетной свадьбы, организации видеосъемок, и поговорим сейчас о видеомонтаже. Какими лично я пользуюсь программами? Это обычная простая программа Pinnacle. Я думаю, эту программу может освоить любой человек. В принципе, она несложная. И давайте я расскажу, какие тут есть основные моменты. Надо будет обратить внимание на панель управления сверху. Здесь можно импортировать видео, то есть, иначе говоря, можно записать видео с веб-камеры, проще говоря. Есть раздел монтажа. Вот мы сейчас как раз находимся вот в этом разделе, в разделе монтажа. И затем, после того, как вы обработали фильм, сделали монтаж, этот фильм надо будет вывести в определенном формате, либо на DVD носителе, либо на обычный компьютерный формат можно будет вывести ваше монтажное видео. И слева в панели управления вы также здесь увидите подразделы. Давайте мы сейчас по ним пройдемся. Вот здесь, где есть пиктограмма видеокамера, тут находится видеоряд, находится набор видео, который подвергается обычно видеомонтажу. Далее следующая пиктограмма означает набор переходов. Эти переходы, они тут разные. Можно будет подобрать переходы типа окон. Есть фирменные какие-то переходы. Есть переходы для создания фильмов семейного отдыха, ну и так далее. Переходов тут не очень много, но их достаточно, чтобы внятно оформить скромный фильм, свой домашний фильм. Далее в этом разделе есть возможность наложения на DVD какие-то двигающиеся кадры. Ну, допустим, в начале фильма можно будет типа вставки оформить разные вырезки из видео, скажем, если несколько кадров можно будет оформить как в одно. Ну, в общем, это заставки. Я им не часто пользуюсь. Следующий очень важный момент — это оформление текстовое. Разные варианты двигающихся текстов с рисунками. В общем, потом я покажу, как это все примерно делается. Здесь можно фотографии также вставить из компьютера. Далее, при оформлении DVD оформляется меню видео, тоже разные варианты оформления меню. Затем раздел вставки звука. Это набор музыки определенный, но, как правило, здесь MP3 формат. Следующий раздел — это также раздел музыки. Ну, раздел звука, я не знаю, зачем это сделано, но я, откровенно говоря, не очень понимаю. Достаточно было бы, мне кажется, только одной пиктограммы, но тем не менее. Тут также можно вставить музыку, звуки. Вернемся мы сейчас к разделу видео. Давайте я сейчас вам покажу очень кратко сам принцип соединения кадров. Ну, допустим, у меня тут подготовлено несколько кадров. Да, берем кадр сверху, левой кнопкой мыши зацепляем его и тащим вниз сюда, в монтажную линейку. Вот видео идет вот сюда. Оно, как правило, идет со звуком. Предположим, мы видео вставили, вставим следующее видео, и мы хотим их соединить или убрать лишние кадры. Тогда мы ставим переходы. Идем в раздел переходов, выбираем 2D, предположим, да. Ну и вот поставим вот этот мягкий переход между двумя кадрами. И вот что получится. Видите, есть этот переход можно расширить по длине. И смотрим, идет наложение одного кадра на другое. Видите, вот на фоне одного видео появляется часть другого.
Это один из видов перехода. Вот и таких переходов здесь можно поставить множество, исходя из контекста вашего видео. Но тут уже переход в виде квадрата. Переход в виде смещения видеокадра слева направо. Сейчас посмотрите. Вот один кадр сменяется другим. И в общем этих переходов здесь достаточно, чтобы более-менее качественно оформить домашний фильм. Конечно, это не для профессиональных видеосъемок, имеется в виду оформление кино. Для кино требуются немножко другие варианты, хотя и там тоже по сути перехода очень часто используют вот этот вот мягкий переход из одного кадра в другую. Ну и предположим, посмотрим вот такой тип перехода. Так, он почему-то у меня здесь косячит немножко. Вот смена кадра сверху вниз. Вот такие переходы можно вставить между кадрами. Здесь несложно. Предположим, вы сделали фильм. Теперь задача этот фильм... давайте мы еще вставим музыку. Прежде чем добавить музыку, мы сделаем следующее. Мы уберем звуковую дорожку. Давайте посмотрим в правую часть монтажной линейки. Тут есть замочек. Если мы сейчас нажмем на него, то мы выделим видеоряд, но у нас не выделены остается звуковая дорожка. Мы эту звуковую дорожку выделяем левой кнопкой мыши и удаляем. И вместо голоса, то что обычно идет с кадром, мы сюда наложим музыку. Берем из этого набора мелодий, набора музыки, левой кнопкой мыши тащим в линейку, вот в эту линейку, где у нас изображен миксер, да, пиктограмма типа миксера. И вот у нас на эту картинку накладывается определенная музыка. Можно уровень звука повысить, можно понизить. То есть берется левой кнопкой мыши, подводится к этой линейке вот, и опускается таким образом. Даже сделаем сейчас вот с мягким наплывом. Предположим, мы сейчас наложили музыку и добавим текстовое оформление. Идем в раздел текстового блока, выбираем что-нибудь подходящее, ну, предположим, вот этот вариант текста. Немножко раздвинем, левой кнопкой мыши нажимаем, наводим на красную линейку и просто тянем ее. У нас монтажная линейка, она раздвигается. И вот смотрите, сейчас будем проигрывать. Так, я прошу прощения. Так, текст мы накладываем на текстовую дорожку, а не на звуковую, поэтому у нас текст тут и не проигрывается. Ну и давайте сейчас проверим. Вот видите, у нас уже в кадре появляется определенный текст. Мы нажимаем дважды на эту пиктограммку текста, да, и тут пишем. Предположим, набираем свадьба. Вот у нас свадьба в кадре появляется, но она у нас появляется не там, где надо бы. Тут дело уже техники. Можно это окошко сдвинуть вниз, можно ее раздвинуть по горизонтали, по вертикали. Можно подобрать размер шрифта, размер букв можно здесь подобрать. То есть варианты шрифтов можно подобрать. Слева здесь также можно подобрать оформление букв, а также теневую их окраску.
ну, тень букв. Можно подбирать тут по готовым шаблонам цвета, а можно эти цвета выбирать здесь и настроить. В общем, тут можно самим просто посидеть и поэкспериментировать. Я показываю очень коротко сам принцип наложения текста. Давайте мы оставим, дважды нажмем на этот вариант оформления. Так, светлого текста и вставляем ОК. И вот таким образом у нас вставляется текст на кадры. Также вот это вот окошко, его можно раздвигать, имеется в виду текст окна по времени. Вот, да, видите, теперь буквы у нас появляются поочередно и более медленно. И также они медленно исчезнут. Тут можно поэкспериментировать и с другими окнами, посмотреть, допустим, вот этот вариант, например, да, ну давайте для интереса взглянем, что там есть. Так, такой вариант текста. А что это у нас дает? Вот таким образом текст может появляться, а потом расширить зум, и он выйдет за пределы кадра. Вот таким образом текст можно оформить. Вот это вот. И если мы нажимаем дважды, то я говорю, вот здесь можно и эти видео тоже вставить можно. Так, вот эти вот параметры оформления текста можно выбрать даже здесь. В общем, тут можно поэкспериментировать. Иначе говоря, мы наложили текст на видео, мы наложили звук на видео. Ну и давайте теперь сохраним наш видеоряд. И чтобы сделать это, мы нажимаем на вывод фильма. Вот он. Вывод фильма можно произвести несколькими способами, но раньше были ленты, сейчас это не актуально, имеется в виду кассеты. Можно этот фильм вынести в сеть, на YouTube можно вынести и в другие социальные сети, ну, видеосети имеется в виду. Я обычно сохраняю видеофайлы для того, чтобы потом его можно было бы дальше конвертировать, либо перекладывать или переиначивать в другие форматы. В данном случае выбираю формат MP4. Можно взять заданные размеры, ну, предположим, HD на 1080. Возьмем варианты. И у нас тут параметры высвечиваются здесь. У нас кадр будет 1900 на 20 на 1080 пикселов, даты 12 тысяч килобит в секунду и 25 кадров. Это уже заданные варианты. Но можно вручную настроить вот то же самое в разделе настройки. Тут то же самое, только если мы хотим вручную настроить, надо будет нажать на кнопку «Пользовательские». И тогда из вариантов разрешения можно выбрать варианты «Пользовательские» и тут задать по ширине и по высоте те размеры, которые вы хотите. Но я пользуюсь стандартными размерами, имеется в виду HD 1080. Поток килобит в секунду, ну, чем больше, конечно, тем лучше будет качество. Но, в принципе, сейчас можно ставить, мне кажется, по максимуму. Дело в том, что сейчас уже компьютерные технологии, они уже сильно настолько развились, что хорошие компьютеры с хорошей видеокартой, они уже могут взять и вот эти вот этот вот поток. Ну, нажмем ОК. И таким образом наши параметры вывода выводятся здесь. Наш видеофильм будет размером 1920 на 1080 пикселов, 12 килобит в секунду поток и 25 кадров в секунду. Так, жмем на кнопку «Создать файл».
И в компьютере у нас мы выбираем место для создания нашего фильма. Называем наш фильм, ну, допустим, свадьба. Формат идет MPEG-4 и жмем кнопку сохранить. И у нас сейчас пойдет процесс рендеринга. Этот термин, ну, процесс сжатия видеоряда, вот, который мы сейчас здесь набросили. Но что хочется сказать, вот сейчас на сегодняшний момент все равно люди сжимают оригинальный вариант. Почему? Дело в том, что почему это делается? Дело в том, что 1 час видео сегодня весит 12 гигабайтов. И вот то видео, которое мы сейчас обрабатывали здесь, вот оригинал сам, он в HDV формате. Это я снимал на Panasonic, бытовая камера. И вот вы представьте, что 1 час времени это 12 гигабайтов. Если, конечно, мы будем смотреть в оригинале, и если потребитель захочет получить этот фильм в оригинале, конечно, я тогда отдаю сам оригинал без монтажа. Почему? Потому что пока DVD-носители, а многие хотят на DVD-носителях получить свадьбу, они еще, ну и даже сегодня как-то не практикуются. Вот, DVD с большими размерами, да. Пока еще мы привыкли пользоваться 4-гигабайтными DVD-шками. И я в этом случае, конечно, даю оригинал без монтажа. А вот монтаж это уже тот MPEG-4 формат. Это сегодня и на сегодня он популярный формат для просмотра на компьютерах. Хотя я не знаю, многие просят DVD-диски для просмотра в DVD проигрывателях, DVD-носителях, и говорят, что не все DVD-носители видят. Ну, думаю, что это правда. Особенно старые, они, наверное, не видят MPEG-4 формат. Я имею в виду компьютерный формат. Поэтому, когда мы сжимаем, там качество фильма ухудшается еще больше, чем оригинал. И после сжатия, конечно, вот час просмотра будет уже не 12 гигабайтов весить, а где-то уже 3-4 гигабайта. А 4 гигабайта уже можно записать на DVD компакт-диск или на DVD-диск, да. Вот поэтому мы, те, кто занимается монтажом, они вынуждены сжимать свадебный фильм для того, чтобы это было переносимо. Вся проблема на самом деле только в носителях. Вот проблема сжатия имеется в виду. И вот такое небольшое введение в экскурс монтажа видео. Конечно, я рассказал немного. Понятно, что тут очень все поверхностно. Я хочу вам еще рассказать про другую программу, пока тут идет рендеринг. Есть еще другая возможность монтажа. Тут принцип тот же самый. Мы сейчас, предположим, импортируем видеоряд. Для примера возьмем куски из фильма, из известных фильмов. Нам, в принципе, разницы-то нет. Вот в этом разделе, в разделе Project. Кстати, эта программа называется Adobe Premiere Pro. У меня английская версия. Но те, кто хочет подробно изучить эту программу, видеоуроков куча в интернете, поэтому я не буду подробно останавливаться на показе, что тут и как, на пояснении. Я думаю, это можно найти в интернете. Я хочу лишь пояснить сам принцип. Эта программка, почему я пользуюсь этой программой, дело в том, что у меня еще есть другая камера, у нее оригинал MTS формат. И вот Pinnacle почему-то не видит вот этот MTS формат, а Adobe Premiere его видит. Поэтому я вот MTS формат работаю, вот MTS формат я поэтому монтирую в этой программе. И тут то же самое переносите в монтажную линейку. Здесь справа тут те же самые похожие принципы. Так, давайте так сделаем.
Вот мы сейчас перенесли. Так. Давайте все вместе перенесем. И вот у нас вот два видео. И точно так же здесь между ними накладываются переходы. Вот тут раздел эффекты есть. Переходы видео, переходы аудио. Это видео для аудио переходов, да, это видео. Так, мы не эффекты возьмем, а видео переходы здесь. Ну, предположим, вот мягкий переход между двумя видео. Вот, видите, да. Еще раз. Вот. Мягкий переход. Ну и таким образом точно так же выводится через файл экспорт. Но я говорю еще раз, что видеоуроки к этой программе вы найдете. Экспортируется. Этот фильм экспортируется. И точно так же я это все произвожу в MP4 формат. Компьютерный формат с разрешением 1920 на 1080, но правда я тут поток не 12 тысяч делаю, а где-то 7-8 тысяч. Но в принципе этого хватает, чтобы нормально смотреть видео на больших телевизорах. Там потеря качества не сильно заметна. Но на этом давайте мы сейчас подождем рендеринг этого фильма. Я пока нажму на паузу, а потом уже продолжим. Я продолжаю наш разговор после паузы. И хочу заметить следующее. Вот мы поставили здесь поток на 12 килобит в секунду, да, и хотя вот само монтажное видео вроде бы по времени занимает буквально, скажем, 10, несколько десяток минут, да, но при таком объеме потока рендеринг идет очень долго. Вот смотрите, и причем у нас разрешение поставлено большое. И для того, чтобы обрабатывать такое видео, конечно, надо купить хороший компьютер. Я имею в виду, наверное, компьютер минимум 4-ядерный, но лучше будет это 8-ядерный. И причем должна быть хорошая видеокарта. Поэтому, чтобы заниматься видео, еще делать монтаж видео, нужно будет подготовиться к тому, чтобы, в общем, потратиться на компьютер. Давайте я пока завершу вот наше видео. Я хочу просто показать конечный результат, но имеется в виду, если я сейчас нажму, конечно, рендеринг до конца не пройдет. Я останавливаю видео, и это видео сокращу буквально до секунд, наверное, чтобы показать сам смысл только, ведь важен принцип. Еще раз вернемся к нашему монтажному столу. Вот этот замочек мы уберем. У нас общее видео получилось где-то здесь на 16 минут. Давайте мы сейчас его обрежем. Тем более, что мы не произвели такие операции, обрезания, там, добавления и так далее. Ставим здесь линейку. Сначала звук выделим, наверное, и сократим его. Тут поставим здесь линейку. И видите, здесь справа мы видим кнопочки. Тут есть у нас бритвочка такая. Выделяем. В синем выделяется. Мы нажмем Delete. У нас он убирается. Ну, в общем, мы убираем сейчас все кадры. Жмем еще раз на нашу бритвочку. Идем в переход. Ну, допустим, любой мы сюда поставим. И отрежем еще раз. Убираем. Ну и, допустим, мы текст вставим к окончанию фильма. Предположим, какой-нибудь текст. Но я не буду здесь расписывать этот текст. Опять идем в раздел перехода. Добавляем переход сюда. Смотрим.
И тут какой-то текст появляется. Конец типа фильма, да, у нас будет. Сейчас мы опять выделим наше видео, а вот это звуковое сопровождение уберем. Так, идем текстовое оформление, нажимаем на нее дважды левой кнопкой мыши и здесь пишем конец фильма. Окей. Так, в общем, у нас будет тут конец фильма. В общем итоге по времени у нас фильм займет где-то около 3 минут. И давайте мы это теперь поставим под рендеринг. Опять идем на вывод фильма. Идем на вывод фильма. Ставим MP4, пользовательский формат. Давайте мы возьмем самый такой навороченный вариант, самый качественный. И жмем на создать фильм. Создать фильм. Так, тут проба фильма сделана. Давайте мы свадьбы 2 сделаем. Посмотрим, что у нас там будет во втором варианте. И посмотрим, сколько времени у нас будет сжимать программа Pinnacle 3-минутный наш фильм. Ну, думаю, где-то минут, наверное, 5 мы подождем. Я пока выключу, точнее говоря, поставлю наше видео, которое мы сейчас записываем, на паузу. Я решил сильно долго не задерживаться. Мы продолжим просмотр. У нас рендеринг первой части частично получился. Я хочу вот как раз продемонстрировать его. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну вот тот текст, который мы накидывали. Вот мы сейчас видим. Вот эти вот тексты. Вот идет текст. Мы разные тексты накидывали на этот видеоряд. Идет музыка. Ну, в общем, так создаются бюджетные свадебные фильмы. И я хочу опять вернуться к нашему тексту и акцентировать внимание ваше на том, что видеомонтаж бюджетной свадьбы состоит вот из тех этапов, которые мы сейчас там очень коротко, конечно, бегом по Европе, да, мы это все просмотрели. Конечно, подробнейшим образом, чтобы освоить видеомонтаж, нужно это дело изучать и потратить многие часы и дни, чтобы освоить этот тип компьютерной грамотности, если так скажем, да. Ну, на этом я завершаю видео. Спасибо за внимание тем, кто досмотрел до конца. Этот немножко долгий фильм, аж на полчаса он затянулся почти. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том.